Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главном к этому часу. Десятки машин с триколором проехали по улицам столицы Якутии. День российского флага отмечается сегодня. Напряженность, связанная с коронавирусом, сохраняется в регионе. Намечена массовая вакцинация от гриппа и ОРВИ. И выучился сам. Помоги пойти учиться другим. Нерюнгринские полицейские приняли участие в благотворительной акции. День государственного флага России отмечается сегодня. Праздник учрежден в 1994 году по указу президента страны. Исторически российским флагом считается бело-сине-красное полотнище, которое подняли на первом русском корабле «Орел». Произошло это во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году. Советская Россия в 1918 отказалась от трехцветного флага и заменила его красным знаменем. Во время событий августа 1991 в Москве над Белым домом был поднят исторический триколор. В том же году флаг был утвержден съездом народных депутатов. Глава Якутии Сен Николаев поздравил жителей республики с праздником, отметив, что установление триколора одним из государственных символов современной России стало свидетельством обретения нового пути развития. Вместе с тем ответственного и достойного принятия многовековой истории великой державы. Пусть наша страна уверенно идет по пути динамичного развития, счастье и благополучие каждого россиянина будут незыблемыми приоритетами в реализации государственных целей и задач. Пусть над мирным небом гордо реет государственный флаг Российской Федерации, говорится в поздравлении главы региона. К празднику в Якутске состоялся автопробег по центральным улицам города. Организаторами акции стали активисты Общероссийского народного фронта. Десятки машин с триколором проехали по улицам Хабарова, Кулаковского, проспекту Ленина, Дзержинского и Пояркова. Акцию поддержали не только организаторы мероприятия и представители городской администрации, но и жители столицы. По словам членов ОНФ, такая акция воспитывает у жителей республики чувство патриотизма, любви к своей малой родине и стране. Подобные мероприятия различного уровня будут проходить по всей России. Часть из них в связи с пандемией проведут в онлайн-формате. Для чего это делается? Во-первых, это самая наша непосредственная задача, да, то, к чему мы стремимся, развивать патриотизм у молодежи, у детей. Поэтому задействуются общеобразовательные учреждения, чтобы дети видели, что мой флаг, моя гордость. Непосредственно вот это основная задача – показать то, что наш флаг действительно самой могучей страны на всем белом свете. Мы также будем продолжать эту акцию, на этом она не закончится. Я уверен, что все больше и больше молодых ребят будет подключаться. Нашим примером мы показываем любовь к своей стране. Немного омрачает праздничное настроение смог, снова окутавший столицу региона. По информации пресс-службы МЧС России по республике, задымленность в Якутске обусловлена лесными пожарами в Кобяйском и Намском районах. В последнем сохраняется чрезвычайно высокий 5-й класс пожарной опасности, сообщили в ведомстве. А всего в Якутии действуют 45 природных пожаров. Тем временем рост уровней воды наблюдается на реке Колыме в Якутии в районе Зырянки и Среднеколымска. По данным гидрологов, на реке Лене напротив преобладают спады уровней различной интенсивности, за исключением участка Кюсюр-Хабарова, где наблюдается подъем от 5 до 10 сантиметров за сутки. В верхнем и среднем течении реки Индигирки спад от 5 до 20 сантиметров. В нижнем течении на участке Белая гора-Чекурдах суточный рост уровня воды составил до 45 сантиметров. На всем протяжении реки Вилюй уровень сохраняется ниже проектных отметок, лимитирующих судоходство. За минувшие сутки в республике выявили 47 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Елена Борисова сегодня на брифинге об эпидситуации. Так, 23 случая зафиксировали в Якутске и в Мирнинском районе 4 заболевших. В Алданском и Нюрбинском улусах по 3 новых случая. В Мегино-Кангаласском, Сунтарском, Нерюнгринском районах зафиксировали по 2 заболевших. И по одному в Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Лемском, Оленёкском, Татинском, Хангаласском, Чурапчинском районах. Все их ближайшие контакты выявлены и изолированы. Кроме того, Елена Борисова рассказала о массовой вакцинации населения от ОРВИ и гриппа в Якутии. Она начнется с 27 августа.
Буквально на этой неделе мы начали первые этапы вакцинации для медицинских работников и детей в определенных группах, коллективах организованных. С 27 числа стартует массовая вакцинация. Мы призываем всех вакцинироваться. Конечно, эта мера не обязательная, но мы хотели бы, чтобы вы обратили внимание на свое здоровье, на ее защиту, потому что вакцинация является одним из самых, наверное, верных способов медицинской профилактики. Между тем, ковид в паспорт не заглядывает. В России более половины заболевших – люди в возрасте до 45 лет. Но, по словам медиков, инфекцию все чаще находят у молодежи. Наши коллеги разбирались в теме. Дистанционное обучение, работа из дома и усиленная гигиена. Пандемия внесла свои коррективы в жизнь каждого жителя региона. Поначалу, да, было непривычно то, что дистанционное обучение и прочие запреты. Что-то изменилось в вашей жизни вот в связи с пандемией? Нет, помимо школы и все. Мы теперь больше сидим дома, больше осторожничаем. Получается, что приходится больше профилактических мер применяем. В магазин, когда заходим, одеваем маски. То есть от вас требуют? Или вам уже говорили? Мы сами одеваем. Сами. Юлии Лосовской пришлось отказаться от отдыха на море. Не пальмами в итоге любуются, а березками в городском парке алмазной столицы. Мы даже на лечение не смогли выехать. Младший ребенок, мы планировали пройти обследование в Новосибирске, выехать вообще не смогли, в принципе, потому что нас там отказались даже принимать. Вот в этом сложность была, что медикаментозно мы сейчас проблему не решаем, а просто ее сдерживаем. Однако такие меры необходимы, говорит мама двоих детей. Сегодня научно доказано, что коронавирусом болеют все, независимо от возраста. Старики, дети и молодые. Последние болеют и переносят его в тяжелой форме не реже, чем пожилые. Есть утверждение, что молодые легко переносят, но это надо учитывать хронические заболевания, в детстве перенесенные пневмонии. Все это приводит к осложнениям. А вот у большинства детей, в том числе грудничков, коронавирусная инфекция протекает в легкой форме. Тяжело болеет лишь 8% маленьких пациентов. Об этом говорят данные по детской заболеваемости COVID-19, собранные в 25 странах Европы. В группе риска оказываются дети с очагами хронических инфекций. Хронические заболевания, они подразумевают под собой риск тяжелого течения, если человек заразился. Пока ученые разрабатывают спасительную вакцину и лекарства от новой инфекции, актуальными остаются простые меры защиты – ношение маски в общественных местах, соблюдение дистанции и обработка рук дезинфицирующими средствами. Иванна Филиппова, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». В преддверии нового учебного года в России проходит акция «Помоги пойти учиться». Ее организовало Министерство внутренних дел, чтобы оказать помощь детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Нерюнгринские полицейские также приняли участие в акции, рассказывает Екатерина Павлова. Акция организована органами системы профилактики Нерюнгринской полиции и представителями Нерюнгринского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Тускул». Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних посетили семьи, которые особо нуждаются в поддержке и внимании. Полицейские вручили ребятам канцелярские товары, рюкзаки и прочие школьные принадлежности и пожелали больших успехов, отличных оценок и новых достижений в стране знаний. Детям школьного возраста мы принесли маленькие подарочки. Это у нас, это девочкам, да, это девочкам, а это Денису, да. Не забыли стражи порядка напомнить и родителям об усилении контроля за детьми, ну и, конечно, об оказании своим детям всяческой помощи и поддержки, которая им так необходима. В профилактическом учете в ОМВД России по Нерюнгринскому району состоит всего 59 семей. Данная акция проводится ежегодно. И, естественно, этот год не стал у нас исключением. В этом году тоже спасибо всем, кто откликнулся. Тоже проводится такая акция. И будет оказана материальная помощь в виде канцелярских принадлежностей, рюкзачков. В этот день все участники мероприятия получили массу положительных эмоций. Сами же правоохранители отметили, что подобные акции просто необходимы. Ведь так важно хоть иногда приносить детям праздник, особенно тем, кто в этом нуждается больше всего. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри.
Настоящий переполох устроил медвежонок в подъезде жилого дома города Дальнегорска в Приморье, когда попытался выбраться на волю через приоткрытую форточку. Видео происшествия появилось в Инстаграм накануне. Маленький хищник был замечен в доме номер 12 по Менделеевской улице. Однако, как он туда попал, неизвестно. На кадрах видно, что животное стоит на верхней перекладине оконной рамы и боится спуститься вниз. На помощь медвежонку пришли спасатели и жители дома, которые принесли сетку и помогли хищнику спуститься с оконной рамы, а потом выманили его на улицу через входную дверь. Сообщается, что животное убежало в неизвестном направлении. В результате инцидента никто не пострадал. Популяцию зубров в одном из заказников Северной Осетии пополнили еще 8 молодых особей. Прежде чем выпустить краснокнижных бизонов на волю, экологи поместили их в карантинный вольер. Подробности у наших коллег. 8 молодых зубров выпустили в четверг в Турмонский заказник на Российском Кавказе представители Министерства природы Северной Осетии и Всемирный фонд дикой природы. Животных привезли из Окского заповедника в Рязанской области. Они присоединятся к еще 10 особям, обитающим в этих местах с 2018 года. Среди новоселов 5 самок и 3 самцов. Самый взрослый из быков родился в 2016-м. Возраст самой юной коровы – год и 9 месяцев, рассказал старший координатор проектов Фонда дикой природы в России Роман Мнациканов. Обычно половина самок, половина самцов. Сейчас вот в Турмон мы стараемся больше привозить самок. Потому что самец делает, скажем, свои возможности с большим количеством животных, а самки позволяют получить большее количество детенышей. Почти 100 лет европейские зубры находятся под угрозой исчезновения. Последних диких кавказских быков браконьеры застрелили в 1926 году. Единственный представитель равнинной линии в природе был убит в 1921 году в Беловежской пуще. Все живущие сегодня зубры происходят всего от 12 особей, уцелевших в зоопарках и заповедниках. Сейчас в России больше 1000 чистокровных зубров. Большая часть из них находится Орловская, Брянская, в общем, европейская часть. Это так называемая формируется среднерусская популяция зубров. Под популяцией уже понимается группировки численностью больше 1000 особей. Такие группировки, они устойчивы. В рамках проекта зоозащитникам удалось сохранить цейскую группировку зубров в Алании. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.